Вот она, судьбоносная победа. ГК «Ялта» стала первой в истории города командой, которая выиграла и чемпионат, и кубок. Шли к этому долго и упорно, и победили. После победы в Кубке Ялты и при помощи народного депутата, ныне мэра города Алексея Валерьевича Боярчука, нам выпала такая возможность съездить на юг, отдохнуть, показать себя, посмотреть красоты этого места, этого исторического места и вообще встретиться опять вместе всем. Алексей Боярчук предоставил футболистам 19 путевок и еще 7 оплатил президент футбольного клуба, генеральный директор отеля «Ялта Интурист» Александр Радукан. Таким образом, на неделю в Шарм-эль-Шейх отправились 26 человек. Многие футболисты, как, например, Василий Титов, взяли с собой своих вторых половинок. На самом деле в Ялте, где мы вот все вместе и живем, то есть мы не так часто видимся, а то, что мы будем вместе все эти 7 дней, больше сплотит даже нас. Мы и так как бы все друзья, то есть часто друг другу ведем в гости, приглашаем на дни рождения. Это даже намного лучше будет, чем бы мы просто провели эту неделю дома. То есть эта поездка, несомненно, то есть отразится в лучшем стороне. На игру. А игра, как бы, да, то есть мы просто отдохнем недельку, у нас перенеслось 2 игры, а потом все будет в том же режиме. Мы очень готовились к этой поездке, да, прочитали все, что можно в интернете. Проводить футболистов и их спутниц в дальнюю дорогу пришел тренер команды Василий Курачец. Сам он, к сожалению, поехать не смог. Начался городской чемпионат по футболу и нужно быть здесь. По его словам, эта поездка должна еще больше сплотить команду и совсем не повлияет на то, что ГК «Ялта» пропустит несколько игр начавшегося городского чемпионата. Ведь у футболистов теперь есть реальная мотивация, чтобы играть лучше и лучше и в чемпионате, и в кубке. И в будущем, возможно, повторить опыт команды «Водоканал», которая дважды выигрывала кубок и, соответственно, дважды выезжала на курорт. Я считаю, что это очень хорошая мотивация. И, во-первых, все команды более становятся собраннее, стараются думать и руководители команд, и как обеспечить команды, то есть и материально, и то есть это только на пользу ялтинскому футболу это идет. Я считаю, что это правильное решение. И вот это вот 3-й год продолжается этот праздник. Я считаю, что на верном пути ялтинский футбол. По мнению Василия Курачица, неплохо было бы, и чтобы подобная мотивация была у детских команд. Тем более, что ранее подрастающее поколение ялтинских футболистов периодически куда-нибудь выезжало. Возможно, в скором времени ситуация улучшится. Пока же взрослых футболистов ГК «Ялта» ждет незабываемый отдых и, возможно, спарринг-игра с какой-нибудь египетской командой. Форму и мячи геки взяли с собой. Символично, что на борту автобуса гостиничного комплекса «Ялта Интурист», который отвез футболистов в Симферополь к киевскому поезду, красовалась надпись «Lions Coach» – «Львиный тренер». Похоже, с таким тренером, как Василий Курачец, и с таким президентом, как Александр Радукан, ребятам и правда все по плечу.